Национальные проекты – вектор социально-экономического развития Ингушетии. Именно под таким названием стартует первый в СКФО – Республиканский форум, где поднимаются вопросы развития нацпроектов в регионе. Здравоохранение, образование, культура, спорт. Каждый из участников сегодня настроен получить максимум информации о нацпроектах и внести свою непосредственную лепту в их реализации по своим направлениям. С приветственным словом в адрес участников форума обратился председатель правительства Зелимхан Евлоев. Премьер напомнил, главную задачу нацпроектов обозначил президент страны Владимир Путин. Это должны быть реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. По словам премьер-министра, каждая цифра, каждый новый объект в рамках нацпроекта будет иметь ярко выраженный социальный эффект и окажет прямое влияние на качество жизни граждан страны. Стратегические цели развития страны и регионов, обозначенные в указе о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, позволяет регионам сконцентрироваться на решении первостепенных задач в самых разных сферах социально-экономического развития территорий, от демографии до развития инфраструктуры. Мы приступаем к решению задач, обозначенных главой государства. В этой связи очень важно, какой старт мы возьмем, как мы организуем работу по реализации национальных проектов, в том числе и на местах. Обращаем внимание находящихся здесь руководителей муниципалитетов. Глава каждого муниципального образования должен быть максимально вовлечен в этот процесс. Знать, какой объект, в каком году, на какой территории будет строиться. Ведь нацпроекты касаются каждого села и города, каждой семьи. Спикеры и модераторы форума – компания «Эврика», которая работает с госорганами в проведении госсоветов и форумов по нацпроектам. Команда уже проводила масштабные мероприятия по всей стране. В их числе 22-е Олимпийские зимние игры в Сочи, чемпионат мира по футболу в 2018 году. Активисты рассказывают о значимости форума и какого итога нужно добиваться. Участникам предлагают пройти различные тесты, которые выявят их активность. Это необычный формат, где есть возможность каждому высказаться, обсудить, что мешает реализации каждого из нацпроектов, чего не хватает, что можно улучшить. Далее участников ждут 12 круглых столов, столько же, сколько и нацпроектов. На каждом необходимо провести полный анализ реализуемых в республике проектов, а также предложить свои варианты видения в их развитии. Лучшие из предложений будут впоследствии направлены в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева. За каждым столом жаркие дискуссии. Именно так рождаются новые идеи. Форум проходит в режиме интерактива. На удивление, все присутствующие заинтересованность проявляют и креативны. Мы предложили достаточно, порядка 7 или 8 идей, из которых 2 как минимум не требуют финансовых вложений. Одна из них может работать по всей стране. Если она пройдет, мне кажется, просто для того, чтобы эту идею освоить, нужны специалисты. Почему? Потому что не все сразу понимают. Мы говорим об онлайн-фестивале. То есть сегодня это в контексте цифровой культуры, сегодня есть есть виртуальные концертные залы. Они практически сегодня наполняемы ими большей частью субъектов Российской Федерации. И на базе этих виртуальных залов мы можем транслировать спектакли, не выезжая за пределы республики, то есть это экономит огромные средства, смотреть спектакли со всей страны, и жюри, представители с каждого региона могут в свою очередь принимать также в онлайн-режиме участие в обсуждении этих спектаклей и так далее. Мы обозначили те направления, которые нам нужны для достижения 55% числа занимающихся физической культурой и спортом. Для этого надо это строительство спортивного объекта и создание условий для жителей нашей республики. Мы внесли уже 14 физкультурно-оздоровительных комплексов в строительство до 2024 года и 50 игровых площадок зима-лето. То есть мы охватываем спортивными площадками все населенные пункты республики и примерно закрываем процентов до 70 строительством физкультурно-оздоровительных комплексов.
Главная задача национальных проектов – обеспечить прорыв во всех областях жизни. Это зависит от слаженной работы федерального центра и региональных властей. Об этом собравшимся еще раз напомнил помощник-советник главы Ингушетии Борис Краснов. Все реализуемые в Ингушетии федеральные проекты в составе 12 национальных проектов, они в конечном счете нацелены на обеспечение дальнейшего социально-экономического развития республики и на доведение уровня развития республики до среднестатистического, до среднероссийского показателя. Но наша задача также и в том, чтобы дать четко понять каждому жителю, проживающему в Ингушетии, что такое нацпроект, как он улучшит жизнь отдельно взятого гражданина в том или ином направлении, в той или иной области. Ингушетия стала первым регионом СКФО, на территории которого проходит форум такого формата. Напомню, что до 2024 года наша республика будет участвовать во всех 12 национальных проектах. Общий объем финансирования составит более 13 миллионов рублей. По итогу всех выступлений заключительное слово сегодняшнего форума взял глава региона Юнусбек Евкуров. По его словам, благодаря поддержке федерального центра, республика значительно продвигается и продвинется в развитии. Если правильно подойдем к реализации национальных проектов, мы достигаем уровня региона, среднестатистического региона Российской Федерации. Мы с вами знаем, насколько мы 26 лет назад отставали от любого региона. Не было такого региона, как Ингушетия. Вот эти все 26 лет перекроют, если мы правильно подойдем к нацпроекту. Буквально на совещании, которое проводил и представитель президента Северо-Кавказского федерального округа Александр Анатольевич Монтовников и министр по делам Северного Кавказа Сергей Викторович Чеботарев, было сказано, доведена цифра. Она сейчас разрабатывается в правительстве Российской Федерации, где было обозначено, чтобы достичь уровня региона, а задачи, которые президент страны поставил, и правительство обсуждает и контролирует выполнение этой задачи. Хотел бы обратить внимание всех министров, глав муниципальных управлений, всех начальников. Я убедительно прошу и требую. Каждый заместитель ваш должен дать свою задачу по нацпроекту. Сегодня они у нас нацпроекты ваши заместители. Я это вижу. Реализация нацпроектов – это вопрос, который требует пристального внимания и концентрации усилий власти, бизнеса и общественных организаций. На форуме уверены, подобные площадки будут способствовать более активному общению и взаимодействию всех участников нацпроектов, более активному общению и взаимодействию всех участников нацпроектов в будущем и достижению целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Амина Бокова, Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.